Смотрите прямо сейчас в программе «Детали недели». Воркута обрела газовое теплоснабжение, а Ухта – очередную зону отдыха от газовиков. Сыктывкар тем временем готовится к чемпионату мира по хоккею с мячом, что уже сделано. А театры в Коми оправились от пандемии и привлекают внимание зрителей альтернативными постановками. Добрый вечер, на телеканале Юрган «Детали недели». Эта неделя для республики была как никогда насыщена на события. Воркута на неделе перевела на газ работу городской теплоэлектроцентрали, а в Ухте был обновлен детский парк отдыха. Сопровождались эти, безусловно, знаковые для республики события визитами высоких гостей. Ольга Коняева о возросшем внимании к региону со стороны федеральных министерств и промышленников. Повышенное внимание федералов к региону только в положительном ключе. Министр энергетики Александр Новак отмечает на правительственном совещании досрочную готовность нашей республики к прохождению зимы. Хотел бы, конечно, отметить, что работа по подготовке к зиме проходит совместно с регионами, с региональными штабами. Хочу отметить ряд регионов с наиболее эффективной работой. Это Республика Татарстан, Коми, Краснодарский край, Пермский край, Калужская область, Ленинградская область, Ростовская область. Вопросы безаварийной работы объектов энергетики на федеральном контроле, как и реализация таких проектов, как перевод с мазута на газ ЦВК Воркуты. Это поручение президента страны по устойчивому тепло- и энергоснабжению Заполярья и следующий уровень развития энергетики. Количество выбросов в атмосферу снизится в 2 раза. Много работы и усилий здесь было приложено как компании «Газпром», так и Т+. Слаженная работа позволила перевести в кратчайшие, по сути, сроки ЦВК на газ. Следом будет воркутинская ТЭЦ-2, не за горами город Инта. И все эти блага, они, конечно же, в первую очередь делаются для жителей Республики Коми. Крупные компании, федеральные структуры готовы сотрудничать с Коми. Перспективы есть. Руководители группы «Руститан», директор ФСИН России подписывают трехсторонние соглашения о взаимодействии при строительстве горно-металлургического комплекса. Стратегический объект появится на территории крупнейшего в мире пижемского месторождения титана и станет платформой для промышленных проектов в арктической зоне России, Северного морского пути и Северного широтного хода. А еще новым толчком в социально-экономическом развитии Коми. Соглашение подписано. Прошу обменяться папками. $25 миллиардов инвестиций, 1800 новых рабочих мест, линия производства нового для Коми продукта. Планы только одного предприятия. Заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов, что называется, своими глазами увидел. Лесопереработка и безотходное производство развивается у нас успешно. И поддержал одно из решений руководителя нашего региона. Деревянное индустриальное домостроение может стать эффективным решением проблемы переселения из ветхого жилья и строительства новых социальных объектов. Лес у нас хороший в стране, лес у нас качественный и качественный продукт, конечно, получается. Поэтому мы сейчас активно в регионах будем призывать руководителей в рамках строительства социальных объектов использовать продукцию деревянного домостроения. Это действительно энергоэффективно, это быстро, это чисто, это экологично. И те, кто в таких домах сегодня живут и в таких зданиях работают сегодня, да, они, наши граждане, они это подтверждают. Но я хотел бы сказать, что мы вместе с Минстроем изменили определенные строительные нормы и стандарты. И сегодня уже из современных деревянных конструкций в нашей стране мы можем строить и многоквартирные, и многоэтажные дома, как это делают в Финляндии, в Швеции, в Канаде.
в странах Западной Европы. Следующий год мы договариваемся с тем, что Узалес будет выступать здесь пионером, пилотом. Мы просто будем отдавать некоторые направления в домостроении, в общественном здании, в социалке, с тем, чтобы делать пилоты и показывать, что это нужно делать именно привлекая своих производителей, потому что это быстро, это качественно, ну и это управляемо с точки зрения того, что это свой подрядчик. Другое предприятие «Комитекс» планирует закупить еще одну линию по производству материалов. Но без финансовой помощи не обойтись. Тут же на месте Виктор Евтухов разъясняет, можно получить федеральную субсидию. Из резервного фонда страны по программе поддержки легкой промышленности выделены 700 миллионов рублей. Великолепное предприятие, одно из крупнейших в России и, что самое важное, работающее на вторичном сырье. Не на первичном, а на вторичном пластике, да, то, к чему сегодня мы идем, ради чего мы сегодня развиваем тему, связанную с отходами. Да, это глубокая переработка вторичных ресурсов, которые не являются, по сути, отходами, а которые являются сырьем для производства конечной продукции. Промышленные предприятия в то же время и ответственные социальные партнеры республики. Личным присутствием президент нефтедобывающего и перерабатывающего гиганта подтвердил готовность продолжать вкладывать в регион. Уличное благоустройство, благотворительные проекты, строительство социальных объектов. Программа сотрудничества масштабная. Счастливыми новоселами 72 квартир становятся 7 работников, из них 10 – это молодые специалисты. На объектах компаний в Коми все стабильно. И даже в условиях снижения мировых цен на нефть добыча шахтным способом на Яриге, дорогая по себестоимости, остается перспективным направлением. На месторождении добывается тяжелая нефть. Занято более 3000 человек. Мы считаем, что вот сегодня даже при низкой цене мы смогли вывести шахтный метод добычи на рентабельный. Потому что все зависит от того законодательства, которое принимается. Вы знаете, что по Яриге и Ущинскому месторождению был принят отдельный закон добычи сверхтяжелых нефтей. Он дает возможность нам рентабельно реализовывать. Мы уже ведем работу и с Министерством экономики, с Министерством финансов о продлении этого закона, срока его действия. Я уверен, что он будет продлен для того, чтобы Ярига стабильно работала долгие годы, потому что уникальная нефть добывается там, из которой делаются уникальные продукты. Это и битумы, это и смазочные материалы. Природные богатства республики прельщают не только добытчиков. Для туристов это неизведанные и самобытные уголки России. Но добытчики, как оказалось, готовы участвовать в развитии туристической отрасли. Об этом на встрече в Ухте с федеральным замминистра природных ресурсов. Так, автомобильный переход через Уральские горы может стать доступным и для туристов. Пока там передвигается только ведомственный транспорт газовиков. Это направление от Вуктыла до города Саран-Пауль в Ханты-Мансийском округе, на другой стороне Урала. Это очень непростая история. Поэтому вам чем детальнее вы проработаете маршрут, сел и приехал, доехал до места назначения, и что по дороге ты получил, что есть, чего нет, тем вы сами лучше поймете объемы средств, которые потребуются, и потенциально участников, которые могут быть. Горнолыжная зона Вуктыла – это часть проекта «Девственные леса Коми». Туристический кластер включает в себя также плато Мань-Пупунюр и базу «Желанная». Варианты развития могут быть разные. Тут важно решить логистический, инфраструктурный вопрос, при этом соблюсти и эко-баланс. Главное, все стороны заинтересованы и готовы к реализации новых туристических проектов в регионе. Готово поддержать и федеральное ведомство. Тем временем столица Коми продолжает готовиться к предстоящему чемпионату мира по хоккею с мячом, который наша республика, напомню, примет в год своего векового юбилея. На неделе на основной лед чемпионата республиканский стадион нагрянула проверка. Руководитель региона в очередной раз должен был удостовериться, что реконструкция идет по плану. Евгения Кладкевич знает детали, как трудится наша ледовая дружина. Хоккей с мячом – реальная угроза отмена бенди. Подобными заголовками пестрит почти каждое издание страны. Чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске оказался в подвешенном состоянии. Команды сразу 4 стран-участниц – США, Германии, Финляндии и Швеции – отказались от соревнований. Причина для сегодняшних дней банальна и ожидаема – невозможность добраться до места проведения из-за закрытых по причине коронавируса границ.
Болельщики волнуются, а не отразится ли пандемия на проведении чемпионата мира в следующем году, который, напомним, должен состояться у нас в Коми в конце января. ФИБ, Международная федерация хоккея с мячом, подтверждает проведение соревнований в Республике Коми согласно утвержденного графика. Если же вмешается ситуация с пандемией коронавирусом, то прорабатываются запасные варианты по срокам проведения. И какие это варианты? Это может быть январь, уйти на конец февраля, на месяц, но Сыктывкар остается по графику. В рамках графика должна быть и подготовка к грядущему событию. Первоочередная задача – это реконструкция центрального стадиона, место проведения будущего бенди. К событию такого масштаба площадку переделывают полностью, обновляют покрытие, меняют трибуны и освещение, ремонтируют фасад административных зданий. В завершении ремонта планируется установка ЖК-экранов и спортивных табло. Сейчас на объекте задействовано 450 рабочих. Внимание сосредоточено на обеспечении холодоснабжения ледовой арены, внутренней отделки трибун и озеленении территории. Срок сдачи стадиона – январь. Между тем, еще в августе во время осмотра стадиона Владимиром Уйба подрядчик признал, отставание есть. Всему виной пандемия. Из-за закрытых границ сербская строительная компания попросту не смогла в полном объеме привлечь своих сотрудников к возведению объекта. Однако и спустя месяц ситуация кардинально не изменилась. Для оперативного решения возникающих трудностей в ситуацию пришлось вмешаться лично исполняющему обязанности главы. Он потребовал от белградского подрядчика ускорить работы, несмотря ни на что. Дождь, снег, значит, работы должны выполняться, и в этом смысле все, тема закрыта. Как вы это будете делать, это ваша проблема. Значит, больше никаких разговоров ни о ковиде, ни о том, что дождь идет, завтра снег пойдет. Значит, вы не маленькие дети, вы это прекрасно понимали. Чего вы ждали, я не понимаю. Глобального потепления, что ли? Его не будет. Ковид как был, так и будет. Поэтому нужно принимать меры, исходя из того, что есть. Исходя из той действительно, никакой идеальной ситуации не будет. Ни с ковидом, ни с теплом. Все будет как обычно. Немало внимания уделяется благоустройству самой столицы. Так, самым заметным стал, пожалуй, ремонт площадки под Часами. Громкие звуки строительной техники, клубы пыли и море загадок. Именно так можно описать благоустройство площадки под Часами возле центрального стадиона. На 60% все завершено. В скором времени рабочие закончат укладывать плитку и приступят к озеленению территории. Кстати, в этом самом месте уже весной, когда будет произведена установка архитектурных элементов, появятся те самые часы, только в немного ином образе, четырехсторонней и с подсветкой. Любопытно, что попасть на территорию гости и жители столицы смогут только по завершению работ. Поэтому до этого момента остается лишь гадать, какой будет площадка в итоге. К слову, подрядчик на объекте местный. Приступили к благоустройству еще в июне. Уже несколько месяцев горожане гадают, что же именно творится за высоким забором. Я не знаю, что будет, но если они облагородят эту территорию, то облагораживание всегда плюс, а не минус. Ну, просто чтобы озеленить это все и устроить что-то, скамейки там и тому подобные вещи. А вообще идея того, что все это облагораживается, вам нравится? Да. Ну, знаете, вот в других вот местах я бывала, да, очень интересные арт-объекты стоят, причем очень интересные. Хотелось бы что-нибудь такого, но обязательно с национальной изюминкой. Она должна присутствовать обязательно, это очень интересно. Ну и что-нибудь такое для души? Новенькое, да. Ну и обязательно для души, ну и для детей. И это что-то, уверяет главный архитектор столицы, обязательно будет. Весной в рамках второго этапа на площадке установят детские качели. Среди архитектурных элементов появятся тематические скамейки, урны своеобразных форм и множество фонарей. Особую изюминку привнесет в проект озеленения. На территории высадят свыше 30 горных сосен желтого и зеленого цвета, а также не один десяток рябин. Интересно, что высаживать красноягодные деревца будут сразу взрослыми, чтобы всю красоту обновленной площадки было видно сразу. Ограждения мы не будем делать, потому что площадка должна быть открыта, территория должна быть открыта. Вот. У нас достаточно такое обширное озеленение здесь будет. Вот. Мы используем природные камни в сочетании с горными соснами. Я думаю, что это будет очень интересно, красиво. Они, как вы видите, не высокие, а больше такие пушистые.
широкие деревья, да, вот эти горные сосны, и сочетание с камнями на этой территории, это будет очень интересно и красиво. Сколько точно осталось до чемпионата мира, причем не только в днях, но и в часах, показывает установленное на Стефановской площади электронное табло. Необычный арт-объект с фотозоной появился в центре столицы в прошлом месяце. С его помощью можно не только наблюдать обратный отсчет до Бенди 2021, но и просто весело провести время, устроив фотосессию с символикой чемпионата. К слову, на сегодня до него осталось 137 дней. И все это время, вплоть до последней минуты, организаторы обязательно посвятят совершенствованию условий проведения первенства. Кстати, в данный момент Минспорт Коми сосредоточен на проработке доставки болельщиков в Сыктывкар из других городов и даже стран. Обсуждение организации столь важного момента уже проходит совместно с президентами Суперлиги и Высшей лиги чемпионата России по бенди. На неделе республика простилась с Игорем Шпектором. Человек-легенда, честный, принципиальный, порой суровый, но справедливый. Именно таким его запомнили многие. И в первую очередь воркутинцы. 9 лет он руководил заполярным городом. Столицу мира он посвятил, пожалуй, лучшие годы своей жизни. Алексей Корчма продолжит. У меня УАЗик без усилителя руль, поэтому тяжело крутится. Вообще самое мое большое достижение в жизни, моя машина личная, это была пятерка. Ну, правда, с передним двигателем, но пятерка. Вот так за рулем служебного УАЗика Игорь Шпектор объезжает Воркуту. Проводит показательный осмотр города для журналистов местной телестудии. Кажется, он знает каждый переулок и каждый двор, где идут ремонты, а где стоило бы тот самый ремонт провести. Вот это, к сожалению, именно это и сегодня является таким местом неприятным, когда может человек зацепить ногой и быть покалечен, туфли портят. И таких плиток у нас очень много. Так что мы их заменим все. Вот там, особенно за дворцом. Но вид красивый, да? Фонтан наш, конечно, смотрится красиво. Обновленные цоколя, если посмотреть сейчас на площадь, которая была серая-серая. Конечно, сейчас то, что мы сделали ее светлой площадью, это очень здорово. Эта запись сделана в августе 2002 года. К тому моменту Игорь Шпектор руководил Воркутой 4 года и заслужил репутацию крепкого хозяйственника. Мы вот приехали с вами сейчас на улицу Ломоносова. Ну, страшная же улица всю жизнь была. Вот можно сейчас посмотреть. Этот бастион, который столько времени стоял у нас. Страшненький. Здрасте. Вот. Теперь вот урну не чистишь, а сидишь, пьешь кофе. А урна вот грязная. При Игоре Шпекторе Воркута засияла яркими красками во всех смыслах. Дома окрашивали в синий, оранжевый, зеленый и другие пестрые цвета. Иначе в Заполярье было бы совсем уныло. А цвет краски кто выбирает, Игорь Леонидович? А я утверждаю, все цвета, они приходят ко мне, архитектура, мы вместе малюем. Они, понимаете, любят очень пастельные тона, более такие спокойные, неяркие. А я за то, чтобы делать ярче, потому что, во-первых, выцветает, а во-вторых, все равно город становится более таким нарядным. Наша серость должна быть закрыта какой-то радостью хотя бы. Это отсутствие солнца. И поэтому эти яркие тона, ну, спорим мы с Трошиным, но где-то он сейчас соглашается, что нужно делать ярче. Раньше очень много получал критики о том, что вот, мол, Шпектор делает там только фасады. Но это не совсем так. Конечно, мы старались сделать красную линию города, но сегодня мы сплошь и рядом вошли уже во дворы. Дворы, тротуары, улицы. За короткое воркутинское лето провести масштабные ремонты крайне сложно, да еще и в условиях скудного бюджета. Впрочем, Игорь Шпектор решал и эти вопросы, и не без помощи бизнеса. А вот взять этот бульвар Пищевиков, посмотрите, ведь это было сплошные ямы. Здесь было нельзя проехать. Вот мы за 2 года сделали асфальт, магазины заставляют чистить напротив.
чистенько, красиво, стонут, недовольны, но зато приятно ехать. Игорь Шпектор любил детей и всегда для них в кармане носил конфеты. При нем в Воркуте открылись десятки спортивных секций и кружков. А еще вольер для оленей, эдакий маленький зоопарк за полярным кругом. Чуть руку не съел твою? Ну какой же он? Ну он же маленький, такой как ты, смотри-ка. Он еще не может есть. Вот я хочу сказать, когда я задумал этот вольер для оленей, мало кто верил, что это станет любимым местом для наших людей. Но сегодня так много детей получают радость от общения с оленями, фотографируются. И некоторые говорили мне, что я, мол, чуть ли не живодер, что сделал такой вольер. Олени должны жить на воле. Но олени на воле – это другие олени. Никакой надменности и пафоса Игорь Шпектор не боялся гулять по городу. С воркутинцами разговаривал на равных, спорил, отстаивал свои идеи, убеждал или соглашался. Вот домик привели в порядок. Мне говорят, что мы старые надписи сохраняем. Ну вы поймите, это история города, не нужно разрушать. Даже, как я говорил, зачем в Москве снимать памятник Дзержинскому? Не надо снимать. И то, что надпись вот рядом у нас, вон она, за деревьями. Это же тоже история нашего города. Ну вот сейчас оператор ее снимет оттуда, с угла. Посмотрите. Ну что ж, было и КПСС. Сегодня осуждают многое из того времени. Но это же не значит, что все было настолько ужасно, настолько плохо, что все должно быть погублено. Да, мы обновили все это, покрасили, привели в порядок. Своим подчиненным Игорь Шпектор не давал спуску. Интересная деталь. В его рабочем кабинете на стене висела плетка. Применял ли он ее по назначению или использовал только в качестве устрашения чиновников, неизвестно. Но результат был виден всем воркутинцам. Мэрия работала как слаженный механизм. Красиво, но трудно. Для этого надо всему городу пахать. И я вас очень прошу, как мне задала Ира вопрос. Вам говорят хорошее или говорят больше плохого? Старайтесь поменьше говорить плохого. Все-таки тяжело переживать, когда тебе говорят гадости, когда хочется сделать действительно по-настоящему людям хорошо. В 2007 году Игорь Шпектор покинул Воркуту и вошел в состав Общественной палаты России, где до последних дней своей жизни отвечал за направление ЖКХ. Часто ездил по стране и инспектировал проекты благоустройства городов. 5 сентября после тяжелой болезни и за месяц до своего 82-го дня рождения Игоря Шпектора не стало. Траурная церемония прощания прошла накануне в Санкт-Петербурге. В память о первом мэре столицы мира воркутинцы предложили назвать именем Игоря Шпектора одну из городских площадей. Сейчас короткая реклама, продолжим после нее. А далее, как выжмем малышей, знакомят с историей Великой Отечественной войны и детально с участием в ней Северной кавалерии, как еще называли олени-батальоны. В одном из дошкольных учреждений районного центра открылась одноименная выставка. Помог в этом «Лукойл», выделил грант на организацию проекта. Анна Зубарева передает из Ижемского района. Давайте я буду вам рассказывать одну историю, а мы ее будем оживлять на этом столе. Вы согласны? История оживает прямо на столе. Тут и сугробы снега, и елки, олени в упряжках. В Ижемском детском саду воспитатели знакомят детей с традициями и бытом их предков. Тему оленеводства обойти никак нельзя. Эти помощники человека внесли огромный вклад в победу на северных фронтах Великой Отечественной войны.
Как раз этой части истории посвящен проект, вошедший в число победителей конкурса социальных и культурных проектов «Лукойла» по боевым следам Северной кавалерии. В планах познакомить дошколят со строением тела оленя, рассказать, где он живет и чем питается. А еще объяснить – олень человеку не враг. На войне эти животные были надежными союзниками наших солдат. Как дети смотрели фильм, это уже показывало на то, что дети не отделены от этой темы, скажем так. И эта тема, хотя и прошло 75 лет от Победы, от Дня Победы, эта тема детям интересна, и они с интересом внимают это, познают, и, соответственно, уже как продукт деятельности сами хотят воссоздать вот то, что они увидели в фильмах. Елена Крушева – учитель-логопед. Работала над материалом 2 недели. За основу взяла фильм производства нашего канала и немного его видоизменила. Все-таки тема сложная, а детей заинтересовать надо. Ролик сделала в вопросно-ответной форме с подведением итогов. Результатом довольна. Лучше было не придумать. У ребят зрительное восприятие работает сильнее, чем слуховое. Просто рассказывая истории, результат был бы не тот. Когда еще мой ребенок рядом сидел и тоже смотрел фильм, я поразилась, что он может это посмотреть, он мне сможет ответить на вопросы, поэтому я взяла за основу этот фильм. Чтобы у ребятни была возможность посмотреть познавательное кино, на средства «Лукойла» детский сад закупил мониторы и проекторы. А еще здесь появилась веб-камера. Теперь дети коми-ижемцев, проживающие за Уралом, будут осваивать материал через видеосвязь. И тоже не останутся в стороне от прошлого своего народа. После 5 месяцев вынужденного простоя из-за ограничений театры Коми возобновили свою работу. В начале августа начались репетиции, а сейчас труппы уже готовы представить зрителям первые постановки. В том, что карантин не подкосил, а только поставил на паузу культурную жизнь в регионе, убедился Павел Королев. Место сцены – социальные сети. Еще недавно только так, при помощи глобальной сети, актеры могли общаться со своими любимыми зрителями. В период пандемии формат работы сменили все театры в стране. Не стало исключением и региональная сцена. Так артисты Национального театра Коми, помимо написания шлягеров о самоизоляции, начали осваивать и новый формат онлайн-театра. На суд публики были представлены так называемые селфи-спектакли. При таких постановках каждый артист играл свою роль, не выходя из дома, а отснятый материал потом собирают на монтаже в единое произведение. Но метай мынта, опыкши. Кызчетон воштышан. Тавылын заседание помощи. В театре оперы и балета пошли дальше. В подобном формате здесь сняли выступление целого оркестра. На выходе получился клип на одну из самых популярных коми-песен «Марья Моль». Ее наверняка знают даже те жители республики, кто не владеет коми-языком, а многие вовсе считают народной, хотя написана она на стихи поэта Геннадия Юшкова. Не забыли в оперном и о классике. В удаленном формате музыканты сыграли «Лебединое озеро» Чайковского. При этом в режиме онлайн можно было не только познакомиться с произведением, но и узнать о подробностях первого показа знаменитого балета. Комментировал постановку лично председатель Союза композиторов Коми Михаил Герцман. То есть это был не какой-то там ребенок, который там вот сделал первые опыты. Нет, это уже был опытный композитор. Еще раз напоминаю, 36 лет ему было, когда был поставлен этот балет. И должен сказать, что вот это 6 февраля 1877 года – 「 это несчастливая дата для Чайковского. 「 Потому что 6 февраля 1877 года – это несчастливая дата для Чайковского. 」 Это несчастливая дата для Чайковского. 6 февраля 1877 года – это несчастливая дата для Чайковского.
Сразу забегая вперед, скажу, балет провалился. Не отставали от своих коллег и музыканты с солистами Республиканской филармонии. Для своих поклонников они также устраивали домашние концерты. Выучить новый репертуар, поработать над текстом и голосом. Время самоизоляции не прошло зря. Сейчас филармония усиленно готовится к новому сезону. Он обещает быть богатым на эмоции и открытия. Ну а в предвкушении сезона изголодавшейся публике можно узнать, как в советское время ансамбль «Асья Кыа» покорил Европу. От первого и до последнего концерта ансамблю сопутствовал успех. Будапештская газета «Мадьяр Немзет» писала в те дни: «С первых же минут мы могли наблюдать характерные свойства высокоразвитой советской хоровой культуры, изумительную красоту и слитность звучания». До старта нового сезона остались считанные дни. Но сегодня встает другая проблема. Как вернуть людей в театры обратно? Это значит, что в каком-то смысле надо будет вернуть доверие любимого зрителя. Ведь сегодня все уже привыкли жить в режиме социальной дистанции. Впрочем, как и во все времена, маска остается символом театра. И если раньше этот символ был широко открытым ртом, то сейчас он должен быть закрытым. Иначе в театр просто не пустят. Такими были детали этой недели. Увидимся на следующей. До встречи.